Залина, каково это по асфальтированному тротуару передвигаться, которого все-таки долгое время у вас не было? Приятно. Обувь, самое главное, не пачкается. Это неподдельная радость, ведь путь 800 метров через лужи, пыль, грязь и ямы теперь позади. Залина Канукоева, мама троих воспитанников Академии детства и воспитательница по совместительству, рассказывает, с каким нетерпением ждали благоустройства подъездной дороги к детскому саду. Спасибо главе республики за то, что он проложил нам такую прекрасную дорогу, такую хорошую тропинку. Вначале было очень тяжело нам добираться. Обувь пачкалась. Многие таксисты нам отказывали из-за дороги. Детский сад «Академия детства» в Магасе начал работать с ноября 2023 года. Учреждение находится на окраине столицы. После открытия родители и работники столкнулись с проблемой дорожной инфраструктуры. Помимо самого полотна не было ни тротуара, ни освещения. Дорога как бы грунтовая, местами был положен гравий, но невозможно было проездить. Это подрядчики, когда строили садик, они для себя делали дорогу. Появление дороги стало возможным после обращения к главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову. В прошлом году в ходе прямой линии этот вопрос был озвучен матерью одного из воспитанников Мадиной Евлоевой. Махмуд Али Максавипович, по Чешкиву 60 новый садик построили, Академия детства называется. Да. Но реально невозможно до садика доезжать. Мы как-то ехали, застряли, мы сейчас хорошо этот завхоз помог, Это Магасе, да. Такой хороший, такой красивый сад, столько мы ждали этого открытия. Но я говорю от лица родителей. Невозможно доехать до этого Это садика. вот недавно, Ужасная который, да? дорога. Да. Спасибо. Я знаю этот вопрос. Решение проблемы не заставило себя долго ждать. Руководителям субъекта в тот же день были даны четкие указания мэрии города проложить дорогу и тротуар. Не прошло и недели, как мэром города Зейтом Арцхановым была достигнута договоренность с подрядной организацией и был дан старт строительным работам. Администрацией города было принято решение проложить гравийную дорогу, так как здесь скоро начнется строительство нового микрорайона, и прокладывать асфальтированную дорогу нецелесообразно. Протяженность дороги составила около 800 метров, ширина проезжей части 7 метров. Также проложили тротуар шириной 2 метра и установили освещение вдоль всей дороги. В кратчайшие сроки как бы временную или подъездную дорогу нам пришлось делать в гравийном основании. Но гравийную дорогу заложено гравий, мы сделали из гравия. И сверху положили вот этот дробленый асфальт. Вроде проезд хороший. Острее всего стоял вопрос с тротуаром, так как большинство мам добираются с детьми пешком. В садике есть ясельные группы, поэтому мамы были вынуждены по этому уклону, грязи подниматься с колясками. Также в вечернее время детям и мамам было страшно из-за отсутствия освещения. Сегодня же проложенная гравийная дорога, асфальтированный тротуар и освещение позволяют спокойно добираться до садика и автомобилям, и пешеходам. А вы в садик как приходите? На машине приезжаете или пешком? На машине. На машине. А пешком кто приходит? Приходит. А как вам здесь вот по тротуару идти? Обувь не пачкаете? Нет. Ну, я смотрю, у вас чистая обувь. Оба. Если на машине еще как-то возможно было, да, сюда добраться, то родителям очень тяжело было, особенно с детьми, которые маленькие, которые в колясках. Это было очень проблематично. Поэтому дорога нам очень нужна была. И спасибо всем тем, кто причастен, да, к тому, что сейчас она в таком виде. Довозить работников и дошколят часто отказывались и таксисты. Участок здесь был со сложным рельефом. Весь коллектив детского сада благодарит руководство региона за оперативное решение их проблемы. Сейчас, после благоустройства нашей дороги, очень приятно и легко. Раньше детки приходили испачканные, вся обувь была в грязи. Сейчас и родители в восторге от наших дорог. Мы очень довольны, с большим удовольствием идем на работу, с работы домой.
Иногда даже с большим удовольствием, как я вот хотя бы до остановки добраться, и то вот приятно вот по этой дороге вот идти. Главная задача, которая была поставлена Калиматовым – завершить работу в кратчайшие сроки. Поручение было выполнено. С последней прямой линии главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова прошло меньше года. За этот промежуток времени закрыты сотни вопросов жителей республики. Многие граждане субъектов ожиданий следующей прямой линии, так как эта площадка делает народ ближе к руководителю республики и позволяет оперативно находить решение вопросов. Очередная прямая линия главы состоится уже на следующей неделе, 19 ноября. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.